الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Сегодня так получилось, что Юсуф Хазрат попросил провести за него урок, поэтому его уроки не прекращаются, они продолжаются. Просто сегодня он не смог провести свой урок. Поэтому сегодня я с вами хотел бы поговорить о такой проблеме, которая достаточно сильно распространена среди мусульман, к сожалению, и во взаимоотношениях, в поклонении, в любых вопросах она, к сожалению, присутствует в жизни верующего. Я хотел бы сегодня с вами поговорить о таком явлении, как зульм, несправедливость, притеснение. Слово зульм, перед тем, как начать говорить о зульме, о несправедливости, я хотел бы в качестве вступления напомнить, что наша религия, ислам, она построена на справедливости. Из ее основ, то есть это все, на чем зыждется религия, ислам, это справедливость. И поэтому, когда от мусульман происходит вот это вот проявление, вот эта вот несправедливость, притеснение, то это коренным образом противоречит исламу. И получается так, то, что мусульмане как бы и представляют религию ислам, но совершают поступки, которые в корне противоречат основе этой религии. И поэтому справедливость, адль по-арабски, это одна из простых и самых первых истин в исламе. Что касается зульма, то есть мы не будем каждый раз переводить и говорить несправедливость, несправедливость, несправедливость. Проще сказать зульм. Всем ясно, всем понятно, что это такое, так ведь? Зульм в арабском языке означает, когда какую-либо вещь, либо право используют по неназначению. Либо, когда ставят что-либо не в ее место, в ненужное место. То есть, правильно было бы положить эту вещь туда, но поступают, как бы, в кавычках, да, несправедливо и не ставят на ее место. И вот, зульм в арабском языке означает, когда используют что-либо не по назначению. Также ученые говорят, что зульм – это приступать установленные границы. В любой области жизни, будь это религия, будь это, допустим, какие-либо другие взаимоотношения, айбадат, взаимоотношения между людьми, если человек переступает установленные границы, он совершил зульм, он поступил несправедливо. И поэтому зульм в основном используется для указания на попирание чьих-либо прав. Когда права кого-либо или какой-либо другой вещи, будь это человек, либо просто вещь, когда ее права попираются. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля, говоря о зульме, сказал, то, что я, в священном хадисе говорит, я сделал запретным зульм для самого себя и поставил зульм запретным между вами, и поэтому не поступайте же друг к другу несправедливо. И поэтому из этого хадиса следует то, что Аллах Субханаху ва Тааля изначально для самого себя установил зульм, несправедливость запретным. То есть Аллах Субханаху ва Тааля, ему подвластна всякая вещь, однако он никогда не поступит несправедливо, никогда не совершит зульм. И поэтому
самая основа – это то, что Аллах Субхану ва Тааля, начиная с себя, сделал зулм запретным. Что же касается человека, Аллах Субхану ва Тааля установил таким образом, предопределил то, что человек по своей жизни склонен к несправедливости. Он склонен к невежеству, склонен к попиранию прав кого-либо. И поэтому в природе человека зулм присутствует достаточно-таки много зульма. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране часто повторяет, об этом говорит: «Инналь инсана ля залумун каффар». Поистине человек, часто приступающий границы и часто бывающий неблагодарным. Каффар. Также в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна арадна аль-аманата аля ас-самават валь-арди валь-джибаль фаабайна ан яхмилнаха ва ашфакна минха ва хамалаха аль-инсан иннаху кана залуман джахуля». Аллах Субхану ва Тааля говорит: мы предложили небесам, а также земле и горам взять на себя ответственность. Аманат. Но они отказали. Они испугались, да? Они отказались нести ответственность, испугались ее. Но человек и не испугался, и не забоялся. Он взял на себя эту ответственность, и притом он, Аллах Субхану ва Тааля говорит, и воистину он часто бывающий несправедливо, и он невежественен. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля в этих аятах указывает то, что человеку ему свойственно поступать несправедливо. Из его природы. И поэтому жизнь верующего – это чтобы он подчинял свою страсть, чтобы он подчинял свои желания, чтобы он подчинял себя самого воле Аллаха Субхану ва Тааля, предписаниям Аллаха Субхану ва Тааля. И даже если ему когда-то захочется что-то там быстро где-то что-то урвать, обидеть кого-нибудь, обозвать, поступить несправедливо, он всегда должен что делать? Бороться с самим собой и стараться вот эти вот свои позывы, грешные позывы, стараться что делать? Их уменьшать, либо вообще искоренять. И поэтому из природы человека, как я уже вам сказал, то, что он несправедлив и часто совершает зульм. Аллах Субхану ва Тааля, когда говорит о зульме, всегда в Коране описывает зульм как запретную вещь, как харамную вещь, как запрещенную для выполнения человека между Аллахом, между другими рабами, между собой, да? Даже к самому себе Аллах Субхану ва Тааля запретил быть несправедливым. И поэтому доказательств того, что зулм является запретным, в Коране великое множество. А также в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, великое множество. Тот же самый хадис, священный хадис, где Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Я сделал для себя запретным зулм, и делаю его запретным между вами, и поэтому не поступайте же друг к другу несправедливо». Аллах Субхану ва Тааля, когда приводит зульм, а также, это видно из хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и вообще ученые, делят зульм на 3 вида, 3 главных вида. И самый главный вид, и самый страшный на самом деле, и самый опасный для человека – это несправедливость раба по отношению к его Господу. Несправедливость раба, человека, верующего, создания по отношению к своему Господу. И вот мы сейчас скоро рассмотрим хадис или аят, где будет говориться об этом, и где мы поймем то, что вот эта несправедливость может сделать так, что человек окажется навеки вечные в джаханнаме, в огне. И поэтому это является самым великим и самым страшным видом несправедливости, зульма. Второй же вид несправедливости – это когда человек
раб Аллаха поступает несправедливо к таким же людям, как и он сам. К своим братьям, к мусульманам, к людям, кому угодно. Когда он по отношению к ним поступает несправедливо, это очень распространенный и на самом деле одно из самых таких многочисленных несправедливостей человек совершает именно в этом виде. Что касается второго вида, ученые также делят его еще на несколько подвидов и более конкретизируют, говорят, то, что несправедливость человека по отношению к другому человеку, она также делится на 3 вида. 3 распространенных вида. Самое первое, это когда человек пожирает имущество другого запретным путем, харамным путем. Украл, обманул, отобрал и все, что входит в эти смыслы. И поэтому первый вид – это когда он пожирает чужое имущество запретным способом. Второе – это когда человек причиняет зульм, делает зульм, поступает несправедливо к другому путем убийства. Аллах согласен, пусть Аллах убережет нас от этого греха. Убийства, избиения, а также причинение других каких-либо физических травм для человека. И вот это вот второе на сегодняшний день также очень сильно распространено. И сегодня очень много крови, к сожалению, льется именно по причине того, что одни люди, и, к сожалению, среди них мусульмане тоже есть, поступают несправедливо к другим и делают запретной кровь человека, либо его имущество делают дозволенным для себя, к сожалению. И третий вид, который тоже является проблемой этого века и особенно последних времен, когда человек поступает к другому несправедливо путем его обвинения в каких-либо грехах, путем обзывания, путем называния этого человека какими-либо словами, либо руганью, либо навешиванием каких-либо ярлыков. Вот в этом виде очень много людей, когда они думают, то, что они делают правильное дело, праведное дело, следуют пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и за последующими за ними, а на самом деле только лишь тешат, как говорится, тешат свое эго и сводят свои личные счеты. Вот это вот тоже очень опасно для верующего, потому что даже если где-либо шариат разрешил назвать человека тем, кем он есть, но он разрешил это в очень узких рамках. И некоторые люди думают, что они совершают праведное дело, совершают то, что говорили ученые, но после этого что начинают? Сводят свои личные счеты и добавляют к этому не 100%, а добавляют 500%, называя неподобающими словами. И поэтому эти 3 вида несправедливости, которые, в общем, ученые выделяют, когда человек совершает грехи по отношению, когда человек поступает несправедливо по отношению к другим людям. И третий вид, третий главный вид, возвращаемся опять к главным пунктам, да, это когда верующий поступает несправедливо к самому себе. Каким образом он может поступать к самому себе несправедливо? Когда он совершает грехи. Потому что каждый грех, совершенный человеком, это лишь утяжеляет его участь в судный день. Это лишь утяжеляет его чашу весов, в которой будут измерять его грехи. Это лишь приближает к его гневу Аллаха субханаху ва тааля. И поэтому третий вид, он точно так же очень опасный для человека. Почему? Потому что он как тяжелый чемодан, как тяжкий груз тянет человека вниз. И поэтому третий вид отношения человека, когда человек поступает несправедливо к самому себе, путем совершения грехов, явных, скрытых, любых. На самом деле, все эти 3
пункта, когда человек поступает несправедливо к Аллаху, к другим, к остальным людям и к самому себе, все они точно так же являются греховными поступками, и все они в какой-то мере, да, тоже являются частью третьего вида. И самый великий зульм, возвращаемся опять к зульму, когда человек совершает по отношению к Аллаху, это, безусловно, предавание Аллаху сотоварищей. Когда человек вместо поклонения Аллаху, вместо того, чтобы признать Аллаха единым Создателем, единым Творцом, единым дающим пропитание, он ищет успокоения, ищет пользы, ищет помощи не у Аллаха, а у кого-то другого. Посвящает все свои стремления, айбадат и поклонения кому-то другому, но не Аллаху. И вот это вот является великой несправедливостью. И даже когда на протяжении истории в Коране описываются люди, да, которые предавали Аллаху сотоварищей, они на самом деле своими поклонениями разным лжебогам, разным статуям, идолам и так далее, они совершали великую несправедливость. Аллах Субхану ва Тааля создал их из капли, дает им пропитание, да, улучшает их жизнь, но вместо этого, чтобы признать Аллаха Творцом, признать Аллаха Богом и поклоняться Ему, они свой шукр, свою благодарность, свое поклонение выражают не к Аллаху. И поэтому Лукман, мудрец Лукман, сказал своему сыну в Коране, в суре Лукман: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. И вот сказал Лукман, увещевая своего сына: «О сыночек мой, не предавай Аллаху сотоварищей». Поистине, предавание Аллаху сотоварищей, ширк, великая несправедливость. Великая несправедливость по отношению к Аллаху. И эта великая несправедливость делает человека вечно горящим в аду, оставляет его навеки вечные в аду. «Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бихи, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах никогда не прощает, чтобы ему предавали сотоварищей, но прощает все то, что помимо этого, все, что ниже этого, все, что легче, чем грех многобожия. И поэтому самый первый вид, великая несправедливость, когда человек предает Аллаху сотоварищей, это самая тяжелая для человека несправедливость. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды читал аят. Смысл этого хадиса такой, дословно не могу перевести аят, хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды прочитал аят, где Аллах Субхану ва Тааля говорит о верующих, те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, в одеяние несправедливости, в одеяние зульма. И когда услышали этот аят сподвижники, они сказали: «О Расуль Аллах, о посланник Аллаха, а кто же из нас не обличает свою веру в несправедливость?» То есть, кто же из нас не совершает грехов? Кто же из нас не совершает ошибок? Потому что сподвижники думали, что несправедливость здесь имеется в виду совершение грехов. И Аллах Субхану ва Тааля, когда говорит, те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, в зулм, то им будет спокойствие от Аллаха, и они будут идущие прямым путем. И когда они узнали то, что из аята следует, то, что человек совершает грехи, уверовал и совершает грехи, ему не будет спокойствия от Аллаха, и он не будет идущим прямым путем, они задались вопросом. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил этот аят и сказал, то, что в этом аяте, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит: «И не облекли свою веру в несправедливость», Аллах Субхану ва Тааля имеет великую несправедливость. Когда человек предает Аллаху сотоварищей и поклоняется не Ему. И тут пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитал аят Лукмана, где Лукман сказал своему сыну: «Поистине это великая несправедливость,
имеется в виду многобожие, ширк. И поэтому самым великим и самым тяжелой несправедливостью это будет, безусловно, предавание Аллаху сотоварищей. Далее, какие могут принести последствия несправедливость для человека? Что может ожидать человек, который совершает несправедливость, который поступает несправедливо по отношению к другим, который делает зульм по отношению к другим людям, что его ждет? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда говорит о зульме, говорит: «Аз-зульму зулуматун яум аль-кияма». Поистине несправедливость, она будет темнотой, мраком в судный день для того человека, который совершал несправедливость. То есть тот человек, который поступает несправедливо к другим, и если он не покается от этого греха, то этот грех, несправедливость, вернется к нему в судный день мраком, темнотой. И в этот день, судный день, у верующих их вера будет сиять, будет излагать нур спереди, сзади, с разных сторон. Однако человек, который совершал зульм, то у него этого сияния не будет. И он будет погружен во мрак. И когда Кади Аяд, один из ученых, Кади Аяд сказал, почему зульм является темнотой, мраком для его обладателя, для его хозяина, потому что, говорит, верующие, нур верующих, он будет между них, то есть перед ними и сзади, со всех сторон будет обличать этот нур. Однако, что касается залима, который поступал несправедливо, который учинял притеснение к другим, то он будет во мраке. Будет во мраке, и в судный день он не сможет найти пути. Ибн аль-Джаузи говорит, то, что зульм зарождается в сердце человека. Зарождается в сердце человека, когда у человека в сердце есть чернота. Когда у человека в сердце есть темнота, вот именно с этого пророждается зульм. И если в его сердце был бы хидаят, было бы прямой путь, который дал Аллах Субхану ва Тааля, если у него в сердце была бы истина, то его сердце озарилось бы нуром, озарилось бы светом. И в судный день богобоязненные будут идти, и от них будет исходить свет, от них будет сиять свет. Однако, будет сиять свет по причине их богобоязненности. Однако, несправедливый человек, который совершает зулм, то от его дел будет идти только лишь мрак. И он будет что сделать? Он будет погружен в темноту, и это ему никоим образом не принесет никакой пользы. Это только лишь ухудшит его положение. Дальше, второе, не менее важный, опасный вред от несправедливости, от зульма, это то, что несправедливость – причина, посредством которой Аллах Субхану ва Тааля погубил народы, которые жили до нас. Народы, которые в Коране часто вспоминаются, часто указываются, народы пророка Худа, Салиха, Адиты, как их называют, Ад, народы Самуд, народы Мадьян, местечко Мадьян или Эйка, как их называют, к которым пришел пророк Шуайб. Эти все народы были погублены. Аллах Субхану ва Тааля не спаслал им наказание, не спаслал на них свой гнев, а также народ Лута. Да? Что касается этих народов, если посмотреть на их жизнь, как они жили, то будет ясно то, что одна из главных причин того, то, что Аллах Субхану ва Тааля не отсрочил свой гнев, да, свое наказание на судный день, а уже в этом мире не спаслал на них наказание, то, что они очень часто приступали к границе. Как, например, народ пророка Шуайба, Асхабуль Мадьян, в Коране о них говорят, жители Мадьяна,
или жители Айка. Айка – это дерево, которое было известно в этой местности. Примерно говорят то, что это юг Йемена на сегодняшний день. Там жил народ, который обвешивал во время торговли. Если что-либо продавали на развес, они уменьшали вес. Если что-либо покупали, они называли такие цены, которые были вообще невыгодны для продавца. И таким образом они что делали? Наживали себе богатство вот этим вот путем. И Аллах Субхану ва Тааля не спаслал на них наказание. Они просили у Шуайба: «О Шуайб, если ты говоришь истину, тогда сделай дуа, пусть Аллах обрушит на нас часть неба». И Аллах Субхану ва Тааля не спаслал на них наказание. Ад, народ Ад, к которым пришел пророк Худ. Кем они являлись? Они были очень сильного телосложения, очень стройного, большого телосложения, которые кичились своим строением и говорили: мы самые сильные, нет ничего в этом мире, да, кого мы не смогли бы одолеть. И они что говорили? Даже на Аллах Субханаху ва Тааля говорили слова, то есть даже задирались на Аллаха. И Аллах Субханаху ва Тааля из-за этого, из-за их кичливости, из-за их несправедливости по отношению к Аллаху погубил знойным и завывающим, как говорится, да, в Коране, ветром, который бушевал над ними 7 ночей и 8 дней. Народ Самуд, которые предали пророка Салиха. Что они сделали? Они поступили вероломно. А вероломность – это одна из проявлений несправедливости. Когда попросили знамение от Салиха, пророка Салиха, Аллах Субхану ва Тааля не спаслал верблюдицу, от молока которой мог питаться все население, жившее в этой местности. Они что сделали? Один среди них, самый наихудший из творений, подстрекал всех жителей, все население, и говорил: нужно зарезать. Он специально так поступает, потому что, когда Аллах Субхану ва Тааля не спаслал эту верблюдицу, он приказал, что тот колодец, который есть среди них, с этого колодца будут пить этот народ один день, а второй день будет пить только лишь верблюдица. И никто из вас не приближается к этому колодцу. Если хотите пить на следующий день, запасайтесь водой. И вот из-за этого у них начались вот эти вот, как говорится, беспорядки, заговор. И что сделали в отсутствие Салиха, алейхиссалям? Они зарезали эту верблюдицу. И из-за этого вероломства Аллах Субхану ва Тааля погубил их в этом мире, при их жизни. Погубил диким воплем. И таким образом на сегодняшний день никого из потомков этих погубленных народов никого не осталось. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фахаль тара лахум мин бакия». Ты видишь что-либо, что осталось от них? И поэтому, как я уже сказал, причиной их гибели – это несправедливость. А что мы сделать должны? Какой мы вывод должны сделать из этого? Мы, когда смотрим, изучаем истории этих народов, мы понимаем, да, то, что несправедливость – это та причина, которая делает человека, обретающая человека на погибель, по причине которой человек может получить наказание уже в этом мире, а не в судный день. И поэтому в этом точно так же есть для нас урок. Третий вред, который исходит от несправедливости, это то, что Аллах Субханаху ва Тааля принимает мольбу, дуа притесненного, и нет никакой преграды между притесненным и между Аллахом Субханаху ва Тааля. То есть, если поступили к нему несправедливо, если сделали ему зулм, и он называется мазлюмом, то если человек этот сядет и сделает дуа, любое дуа против своего обидчика, да, то Аллах Субхану ва Тааля тут же принимает это дуа. И нет никакой преграды между Аллахом и между этим человеком.
И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посылал в Йемен Муаз ибн Джабаля, он давал ему наставление, говорил, то, что ты придешь к народу, который является из обладателей Писания. Они были христиане, люди, которые жили в Йемене. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пусть первым, то, к чему ты призовешь их, этот народ, пусть будет ля иляха илляллах, слова единобожия. Если же они подчинятся тебе в этом, то призови их к молитве, к намазу. То, что Аллах приказал молиться 5 раз в день, совершать молитву. И если они и в этом тебе подчинятся, то скажи им то, что Аллах приказал взимать милостыню из их богатых и отдавать им же бедным, этим же бедным, то есть бедным этого же общества, этой же местности. И после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и остерегайся мольбы обиженного, остерегайся мольбы притесненного, остерегайся мольбы угнетенного. Поистине между мольбой угнетенного и между Аллахом нет никакой преграды. И поэтому третий и очень опасный вид, очень опасная причина, которая может навредить человеку, это то, что он иногда, не задумываясь о последствиях, не задумываясь о тяжести этого греха, совершает зулм по отношению к самому себе, к другому или еще кому-то, да, по отношению к другим людям в бизнесе, в отношениях, просто словами, может притеснить кого-либо, и он даже не задумывается об этом, а этот человек возвращается домой, садится и делает дуа. И иногда человек в порывах эмоций может сделать такое дуа, но Аллах субханаху ва тааля его примет. Может сделать такое страшное дуа, как, например, пусть Аллах покажет, Аллах, покажи свое величие в его здоровье, в его семье и так далее. Есть такие люди, были такие люди. И Аллах субханаху ва тааля принимает это дуа. И поэтому по причине страстей человека, по причине того, что он последовал за наущениями шайтана, отобрал деньги, кинул, не возвратил, не вернул, обидел, оскорбил. И не задумываясь, он что может сделать? Навлечь на себя еще большую беду, еще большую тяжесть, еще больше бед. И поэтому третья причина того, что Аллах субханаху ва тааля принимает мольбу угнетенного, это точно так же очень тяжелая причина, которая может обрести человека на погибель. Дальше Аллах субханаху ва тааля в Коране относительно залимов, поступающих несправедливо, очень часто упоминает то, что Аллах субханаху ва тааля не любит приступающих дозволенное, не любит совершающих несправедливость. И даже Аллах субханаху ва тааля проклинает этих людей. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Аля ля'натуллахи аля залимин». И пусть будет проклятие поступающим несправедливо. Пусть будет проклятие Аллаха поступающим несправедливо. И также приводится от Маймуна ибн Махран, ученый, который обучал детей Умара ибн Абдуль-Азиза, который был видным, знаменитым ученым своего времени в Шаме. От него приводятся такие слова, и он говорит: иногда человек читает Коран, и вместе с этим он проклинает самого себя. Читает Коран, и вместе с этим проклинает самого себя. И когда у него спросили, каким же образом человек может проклясть самого себя, и этот ученый, Маймун ибн Махран, говорит: Аллах субханаху ва тааля сказал: «Аля ля'натуллахи аля залимин». И пусть будет проклятие Аллаха поступающим несправедливо, залимом, и он в этот же момент сам является залимом, сам является приступающим границы дозволенного, сам является угнетателем, притеснителем. И поэтому Аллах субханаху ва тааля, как я уже вам сказал, проклинает
несправедливых. И поэтому же каждый из нас должен задуматься, а не являюсь ли я тем человеком, про которого сказал этот ученый? Не являюсь ли я тем, который, читая Коран, и в то же время сам на себя призываю проклятие Аллаха Субхану ва Тааля? Дальше Аллах Субхану ва Тааля поступающим несправедливо к залимам удлиняет их жизнь, делают их жизнь длительной. И после этого Аллах Субхану ва Тааля схватывает этих людей, и даже они сами не осознают и не могут среагировать, не могут узнать даже то, что Аллах Субхану ва Тааля уже схватил. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах удлиняет удел залима, поступающего несправедливость, до тех пор, и когда он однажды его схватит, он уже не отпустит этого человека. То есть, если гнев Аллаха настигнет этого человека, то уже не будет никакого спасения. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал аят: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. И таким образом Аллах, твой Господь, хватает хваткой селения, которые были несправедливы. Селение имеется в виду селение погибших народов, которые во время сна, либо даже они не ожидали то, что гнев Аллаха, наказание Аллаха придет, они даже этого не ожидали. Но Аллах Субхану ва Тааля схватил их твердой хваткой. И поэтому из этого аята следует, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах удлиняет, Аллах обольщает этого человека, залима, поступающего несправедливо. Он может дать ему длинную жизнь, он может дать ему много детей, много богатства, может преувеличивать и эти богатства. Однако настает такой момент, когда Аллах берет хваткой, и уже никакого спасения этому человеку не будет. Имам Куртуби, когда говорит про удлинение жизни, только Аллах дает фору, как говорится, да, удлинение жизни, имеется в виду Аллах Субхану ва Тааля, это слова имама Куртуби, Аллах удлиняет его жизнь, делает его жизнь долгой, а также дает ему здоровье, дает ему хороший удел, увеличивает его богатство, дает ему много детей для того, чтобы он еще больше погряз в несправедливости, для того, чтобы он еще больше погряз в зульме. И как сказал Аллах Субханаху ва Тааля: «Иннама нумли лахум лияздаду исма». И мы даем им удел, удлиняем, отсрачиваем для того, чтобы они еще больше совершили грехов. Еще больше их удел, еще больше их положение оказалось худшим в судный день. Потому что даже среди неверных, если они совершают грехи, то есть от количества совершенных грехов также определяется его место в джаханнаме. И человек, который совершил, даже несмотря на то, что он не верит в Аллаха, совершил великое множество грехов, его положение в джаханнаме не одно и то же с человеком, который не уверовал в Аллаха, однако его грехи малочисленны. Их положение не будет одинаковым. И поэтому имам Куртуби продолжает, говорит: «И так Аллах поступает с несправедливыми, которые жили раньше, в прежние времена, и если эти народы», то есть имам Куртуби говорит, Аллах Субхану ва Тааля поступал подобным образом с народами, которые жили до нас, погибшие народы. Он их оставлял, не трогал, удлинял им их удел, срок, отсрачивал. Однако, если их несправедливость, их зулм распространялась до такой степени, что стала всеобъемлющей, Аллах Субхану ва Тааля не спосылал свой гнев, свое наказание, и ты, говорит, сейчас даже не знаешь, не увидишь ни одного остатка, ни одного из потомков вот этих вот погибших народов. И это сунна Аллаха, это путь Аллаха, это установленный закон Аллаха для каждого, кто приступает к границе и является угнетающим и притеснителем. И поэтому из этих слов
имама Куртуби следует, то, что Аллах Субханаху ва Тааля даже этим погибшим народом, Самуд, Ад, народ пророка Шуайба, он не сразу не спаслал свое наказание. Он им отсрачивал, давал отсрочку. Однако, как только они приступили все границы, и их зулм стал таким огромным, Аллах Субханаху ва Тааля не спаслал свой гнев. И поэтому в этом также есть указание, то, что Аллах Субханаху ва Тааля терпит, Аллах Субханаху ва Тааля отсрачивает, однако это не до конца. Дальше, те люди, которые были несправедливы, поступали несправедливо в этом мире, в судный день, их положение будет очень печальным. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Ибрахим: «Валя тахсабанна Аллаха гафилян амма я'малу залимун». И не считай Аллаха находящимся в беспечности от того, что делают залимы, что делают, как поступают несправедливые. «Иннама юаххирухум лияумин ташхасу фихи ал-абсар». Поистине Он отсрачивает их, оставляет их на день, в который взоры будут устремлены. «Мухти'ина мукни'и руусихим, ла яртадду илейхим тарфухум, ва афидатухум хава». И Аллах Субханаху ва Тааля дальше говорит: эти залимы, какими их будет положение в судный день, их головы будут запрокинуты, их взоры не будут возвращаться к ним. То есть их взоры не будут возвращаться к ним, они будут спешить, однако сердца их будут опустошены. Сердца их будут опустошены от того ужаса, что творится в судный день, и от тех дел, которые они совершали. И последнее, относительно зульма, то, что Аллах Субханаху ва Тааля человека, который поступает несправедливо, Он никогда не наставит его на успех, никогда ему не даст успеха. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Иннаху ла юфлиху залимун». Притеснители, залимы никогда не обретут успех. И поэтому, как бы они ни старались, как бы они ни пытались, однако они в судный день не смогут обрести успех, который их спас бы от наказания Аллаха Субханаху ва Тааля. И поэтому каждый из нас должен задуматься, нет ли во мне хотя бы той малой части несправедливости, которую я совершаю по отношению к Аллаху, либо к другим людям, либо к самому себе. И каждый раз мы должны вспоминать то, что если человек будет поступать несправедливо, если он будет совершать зулм, то в судный день этот зулм обернется для него мраком, темнотой, и он будет, этот человек, в печали. И поэтому не будем, никто из нас менять какие-либо временные выгоды, временные наслаждения, временные сведения счетов с кем-то, ради того, что нас может ожидать в судный день. И поэтому каждый раз мы должны понимать то, что этот мир, он лишь временный. Он лишь до поры до времени. Однажды придет день, когда этот мир исчезнет, когда Аллах погубит и сотрет в порошок все, что было на земле. И когда все люди предстанут перед Аллахом, чтобы отчитываться перед Аллахом за свои деяния. И поэтому никто из нас не должен менять этот временный мир на вечный ахират, имеется в виду, ради ахирата, ради тех благ, которые он мог бы взять в судный день, не должен менять эти блага на какие-то мимолетные выгоды, обиды и так далее, которые он может сделать здесь, в этом мире. Поэтому я прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Аллах сделал нас справедливыми, чтобы Аллах искоренил из наших сердец зульм, и чтобы Аллах Субханаху ва Тааля очистил наши сердца, и чтобы мы не поступали ни к кому несправедливо. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант,
أستغفرك وأتوب إليك.